Поскольку Порошенко, как известно, был крупным вкладчиком в евробонды ДТЭК. Они дали им Роттердам плюс, знаете эту схему, да? Завоз угля с оккупированных территорий. Он вложился через Гонтареву, и сейчас идет расследование НАБУ, в евробонды ДТЭК, и он просто с этого получал такой же прибыль, как и Ахметов. Можна ограничити монополію Ахметова на нашому енергетичному ринку. Зачекайте, Семен, схема Роттердам плюс – це не були вкладення Петра Порошенка. Ви мало знаєте об этом. Просто ви говорите про речі, давайте євробонди, вкладення, Роттердам плюс котувався на... Розказати, як схема виглядає? Смотрите. Схема Роттердам плюс... Ні, я знаю, як схема виглядає, тому що схему намалювало Національне антикорупційне бюро України. Так, а в этом вопрос... Пан Пасенюк. Там не фигуруют ни евробонды, ни ничего. Я могу скинуть ссылочку. Отдельно проводились выемки в компании, которая от имени Петра Порошенко туда вкладывала серьезные деньги. Порошенко дал возможность Ахметову крутить все эти махинации с ДТЭКом, потому что он с этого получал прибыль. Каким образом? Он вкладывался в эти его бумаги. И у Ахметова росли котировки в связи с Роттердамом плюс, и росли прибыли у Ахметова. И в том числе это расследует Национальное антикоррупционное бюро. Я не помню название компании, через которую делались эти вложения, но это компания Гонтарева и Пасенюка. Можете поискать. Значит, Пасенюк... Не знаю, це нова інформація для мене, якщо чесно. Я последний раз это видел 4 месяца назад в пресс-релизе НАБУ. Почитайте, просто я этим постоянно занимаюсь, поэтому все это в курсе. Давал ли Ахметов наличкой что-то Порошенко, я не знаю, не буду врать. Однако вот этот способ получения прибыли в том числе расследует сейчас Национальное антикоррупционное бюро, потому что государственные деятели этим заниматься не должны.